Издавна Дагестан называют уникальной страной. Множество языков и культур, богатая история и неповторимая природа справедливо создали ей мировую славу. Но не будет преувеличением, если скажем, что в самом Дагестане уникальным является Рутульский район. Край молочных рек, альпийских лугов, суровых гор и мужественных людей. Это как бы наша республика в миниатюре. Живут здесь рутульцы, лезгины, сахуры, лакцы, азербайджанцы, аварцы. Их села как золотые зерна, как россыпи драгоценных камней, разбросанные по этой земле на берегах Черного и Голубого Самура. У каждого своя судьба и свой неповторимый колорит. Лошадь здесь основное средство передвижения. Говорят, в прошлом Кусур славился искусными мастерами по изготовлению седел. Сегодня, увы, это ремесло фактически забыто. سالنا سابق عنهم بس يستنى كبير خاق صابون سابق بوحي ونمو عرس به فساتو بوحي به خبو ونصارى به شيء Утром мы покидали гостеприимный Кусур. Провожать нас вышло фактически все село. Магизар, Рабият, Гульшан, Магидат, Зарият, Гуруй, Джавахир, Самират, Магомед, Ибрагим, Алихан и Касум с конем. На высоте около 3000 метров над уровнем моря раскинулось село Мухах, древнее поселение. Живут здесь сахуры, народ трудолюбивый и веселый, умеют работать и отдыхать. В день нашего приезда в селе состоялся праздник косарей.
На правом берегу Голубого Самура удивительно красивое село Атал, где в старину выращивали отменных скакунов. Наши народы были письменными народами еще с древнейших времен. Еще перед Кавказской Албанией мы, исповедуя и христианство, одновременно мы имели и письменные традиции, литературные традиции имели. Вот памятники этого письма в двух плитах, на двух плитах сохранились в этом селении. Они в литературе известны, они описаны. Эти плиты вложены в стены одного дома. Они в своей такой красоте сохранились и ныне. Ашугу воспевали в свое время это село, ну, в частности, вот на тюркском языке есть куплеты, посвященные всем селениям, в частности, и селению Аттала. Ну, так звучит. Attalının seyrə çıxan gözəllər, sənəkləri bulaq üstə düzəllər. Qız gəlinlər, dəstə-dəstə gezəllər, seyran üçün gözəl yerdir bu yerlər. Если перевести, ну, восхваляют красоту девушек, красоту женщин, красоту родника, альпийских лугов. И в конце говорится, что для отдыха, для прогулки, для жизни это прекрасное место. Там, где Голубой Самур сливается с Желтым Самуром, раскинулось другое старинное село Ченых. Оно известно со времен похода Помпея. Впрочем, здесь каждый камень дышит историей. Кстати, многие одноименные захурские села находятся и за главным Кавказским хребтом в Закатальском районе Азербайджана. Среди них и Джаных. Мы продолжаем путешествие по Рутульскому району и держим путь в Мишлеш, на родину нашего консультанта, академика Гаруна Халиловича Ибрагимова. Мишлеш является одним из древних культурных центров, известен в Дагестане и Азербайджане как святыня, место мавзолея султана Шейх Эмира. Этимология топонима Мишлеш свидетельствует, что село образовалось в результате слияния нескольких хуторов. Из Мишлеша вышли известные в Дагестане и за его пределами люди. Каллиграфы Али Армеджи, Али Ибн Халик, Мамай сын Сулеймана, замечательный строитель Зохраб Мишлешский. Первые официальные сведения об этом Мишлеше известны с X века. Мечеть и минарет, построенные еще в древности, вот минарет сохранился до сих пор.
Арабский географ Закария Казвини в XIII веке в книге «Памятники стран» писал: «Цахур – город большой, населенный в 6 переходах от Ганджи. Он главный город страны Лезгин. Холод в нем очень силен. Рассказал мне факих Исуф ибн Мухаммед Ганджинский, что вода его из реки, называемой Самур. Она находится в замерзшем состоянии зимой и летом. И нет главаря у них, но есть хатиб, который молится с ними, и казы, который разбирает тяжбы между ними по учению имама Аль-Шафии, да не спошлет Аллах ему свое благоволение». Рассказывают, что они перевели компендий Музани на лезгинский язык и, подобно этому, книгу имама Аль-Шафии и занимаются ими обоими, пишет арабский географ XIII века Казвини. Из Захура вышли очень известные ученые. Один из них, Джафаров Салим Абдуллатипович, это основатель письма на латинице у Захуров. Он же был и автором учебников азербайджанского языка для азербайджанских школ. Он был профессором Бакинского университета, Азербайджанского государственного университета. Очень талантливый человек, поэт, писатель, мыслитель. Крупнейший ученый, кавказовед, тюрколог. Более десятка ученых готовил для Дагестана. Он выходец из Захура. Несколько лет назад наша съемочная группа впервые побывала в Рутульских горах. Видеофильм об этой поездке «Командировка в Поднебесье» получил всероссийский экран. Первобытная красота природы, очаровательная архитектура аула крепости Хуртул, напоминающий корабль на волнах село Гельмец, думаю, запомнили зрителям. Где на машине, а где на лошадях, тогда мы вместе с руководством района добрались до Альпийских лугов на горе Диавгая, познакомились с замечательными людьми, животноводами с ярким поэтическим даром. Çay bana yar, eşeğli dünyayı gayraya almış ki vayad. Gahona vergib vazaya al, kasab ko, sıvılı kadaya, mağmula çay bana yar. Побывав в Горном Магале, мы не могли не посетить Микик, село, издревле известное своими мастерами-рудильщиками. Уста Джалил – один из тех, кто продолжает традиции народных умельцев Уста Хаджи, Уста Касума и Уста Саида Ахмеда, чье мастерство было известно в Азербайджане и Грузии.